Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, пожалуйста, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик, и вы будете получать уведомления о новых видео. Также хочу поблагодарить всех тех, кто ставит лайки, пишет хорошие добрые комментарии и помогает донатами моему каналу. Земной вам поклон, и дай вам Создатель в 1000, в миллион раз больше, чем вы помогаете и даете мне. Огромное вам спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что вот-вот случится в вашей жизни? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, что вот-вот случится в моей жизни. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам подсказки, дадут нам советы, откроют нам грядущее. Так, смотрите. В самом основании выходите вы, но вы выходите со спутанными руками. В одной руке какие-то колючки, что-то тут закрыто, завязано, запутано. И во второй руке у вас, ну здесь скорее всего какая-то рыбка, может быть даже какие-то возможности, связанные именно с профессиональной реализацией, либо с денежными какими-то поступлениями. Но опять же таки, тут какой-то блок стоит. То есть вы у меня выходите человеком заблокированным. То есть человек, который, имея возможности, не может их реализовать. Либо для вас закрыты какие-то пути на реализацию, на получение. Значит, с одной стороны, я вижу, что вам какой-то человек мешает очень сильно, влияние этого человека, либо, может быть, вы боитесь этого человека, либо человек вас ограничил в чем-то. А с другой стороны, здесь какая-то ваша неуверенность. Неуверенность в себе, неуверенность в своих знаниях, в своих, может быть, каких-то способностях. Непонимание, как мне действовать так, чтобы не ошибиться. Это самый деструктивный подход. Вы поймите, что в жизни, в природе все люди ошибаются. Это не порок, это естественное состояние. Мы не идеальные и не рождаемся идеальными. И идеал этот, он, конечно, да, к нему нужно стремиться, но жить в каком-то идеальном мире, но это же просто абсурд, это невозможно. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь быть, может быть, где-то смешным, либо человеком, который показался смешным. Это все пустое. Нужно именно жить здесь и сейчас. И если вы где-то в чем-то ошибаетесь, знайте, что все можно поправить. Пока человек живет, он может все изменить в своей жизни. Если вы будете и дальше так сидеть, бояться, сомневаться, стесняться, то вы упустите очень много возможностей. То есть там, где вы могли бы разбогатеть, либо получить какие-то приятные для вас бонусы, денежные средства, возможности, вы просто будете смотреть, как другие люди это получают, а вы просто в сторонке так сидите, да, и наблюдаете. Разрешите себе жить и не бойтесь ошибаться. А вот с этой стороны, когда человек мешает, здесь, конечно же, нужно рубить, причем конкретно. Понимаете, такое впечатление, что вы какую-то львиную часть своей жизни кому-то переадресовываете. Может быть, этому человеку не нужна ваша жизнь, не нужна ваша энергетика, но тем не менее позволяет самому человеку управлять собой и своими жизненными процессами, вы себя также блокируете и ограничиваете. Вы живете не по своему уму, а по уму этого человека. И понятно, что разные есть обстоятельства, есть разные причины, но, мои милые, вы индивидуальность, вы личность, поэтому постарайтесь жить для себя и жить в свое удовольствие. У многих, кстати, из вас какие-то очень хорошие идеи есть в голове, какие-то хорошие мысли приходят, которые обязательно нужно сохранить, запомнить и попытаться реализовать. У вас сейчас, вот именно в ближайшие несколько дней,
как будто бы связь с космосом прям такая прямая, открытая. Очень много можете вы ощущать, может быть, через сны, может быть, каким-то другим образом, да, получать подсказки либо информацию от Вселенной. Обращайте внимание на все мелочи, на все, что происходит в вашей жизни, либо вокруг вас. Так, здесь, смотрите, я вижу людей, которые к вам тянутся, либо вокруг вас находятся. Люди разные, сразу говорю, разные, со своими интересами, со своими какими-то настроениями, либо со своим каким-то вкладом в вашу жизнь. Эти все люди, они не просто так в вашей жизни, они не случайные, все они перекрестки в вашей жизни. То есть с этими людьми вам нужно обязательно контактировать, и чем больше, тем лучше. Не избегайте встреч, не избегайте общения, не пытайтесь где-то в своем мирке спрятаться. Это будет самое худшее, что вы можете сделать. Потому что благодаря тем, кто вас окружает, либо кто в вашу жизнь еще войдет, а здесь просто много людей, может быть, через знакомых что-то получится, либо куда-то вас кто-то отведет, там вы познакомитесь с очень интересными людьми, которые могут вам помочь, подсказать, как-то повлиять на вашу судьбу. Не надо себя блокировать, не надо отсиживаться дома. Идите в люди, общайтесь, развивайтесь, наполняйтесь людской энергией. Смотрите, у кого-то поездка идет, но поездка какая-то, может кому-то в гости, может быть, куда-то вы будете выезжать, очень праздничное у вас настроение. Но какой-то бывший человек, либо человек вам знакомый, да, может быть, как и мужчина, так и женщина. То есть вы этого человека явно знаете, может испортить вам настроение, может как-то повлиять на ваши планы, либо на ваше ощущение, да, от ситуации. Значит, не позволяйте. У человека идет к вам прямая зависть. Человеку очень не нравится, что вы в хорошем настроении, что вы хорошо выглядите, что у вас все случилось, все сложилось. Человек пытается свои 5 копеек ставить, чтобы вас огорчить, омрачить, чтобы вам так же было плохо, как и ему, например, либо как и ей. Значит, всех бывших там знакомых, приятелей, друзей просто игнорьте. Видите, человек появился на вашем горизонте, все, идите в другую сторону. Либо сделайте так, чтобы этот человек к вам просто не смог физически приблизиться. По поводу бывших. Здесь, смотрите, вот в любви любовь идет главной темой. Причем любовь такая, когда женщина занимается своей жизнью и делает свои обычные дела, а вот мужчина к ней руки тянет, понимаете? Здесь может быть возвращение каких-то бывших мужчин, мужа, парня, кого угодно, да, мужчина возвращается, мужчина будет предлагать любовь, мужчина будет просить места в вашей жизни, мужчина будет всячески стараться, чтобы втиснуться в вашу жизнь, чтобы в ней задержаться, заякориться. Значит, как вам поступать? Решайте каждая сама. Я вижу, что вам будет приятно от того, что этот человек вернулся. В принципе, да, что он вернулся, что интересуется, что назад просится, может быть, и не простите, может быть, и не пустите, да, так быстро, как бы ему хотелось, но тем не менее, будет очень приятно. Человек идет не с пустыми руками, человек идет с подарками, человек идет с какими-то серьезными поступками, поэтому можно извлечь из этого выгоду. Дальше. Здесь однозначно у женщины появится ухажер. Появится тот, кто будет за ней ходить хвостиком, добиваться, признаваться в чувствах, признаваться в эмоциях и, конечно же, будет просить близости. Куда же без этого? Близости будет просить. Как вам поступать и реагировать? Каждый будет решать себе отдельно. Я лишь могу вступиться за молодых, за тех, кто будет моложе, чем вы, либо ментально, либо по возрасту, либо люди, которые, например, да, с вами разного менталитета. По разным причинам так может быть. Значит, смотрите, человеку просто не хватит сил и возможности выразить свои чувства, выразить свои эмоции. Может быть, человек хотел сказать одно, а сказал другое. Либо хотел один поступок, либо считал, что этот поступок должен привести к такому результату, а все получилось, либо произошло по-другому. Значит, здесь однозначно нужно давать и второй, и третий шанс. Пока человек полностью не раскроется и не покажет свое истинное отношение к вам.
Поймите, молодые люди, либо незрелые люди, им очень сложно. У них какая-то двойная, тройная задача. То есть нужно не испугаться, нужно выразить свои чувства и, конечно же, еще и нужно себя показать с лучшей стороны. Это очень сложно на самом деле, если ты абсолютно не уверен в себе, либо у тебя совершенно нет в этом деле опыта. Так, и еще важный момент касается приезжих людей. Приезжие, может быть, тут, кстати, речь пойдет о треугольниках, и, например, человек не свободный. Значит, у многих, кто в треугольнике, отыграется ситуация того, что человек будет вам предлагать брак, либо сожительствовать и говорит, что все, я там вещички собираю, трусишки в пакете, как вам. Значит, ни в коем случае не говорите «нет». Наоборот, говорим «да, конечно, я этого хотела, я этого ждала, приходи, пожалуйста, все будет у нас с тобой как надо». У многих, кстати, из-за этого момента жизнь переменится, потому что человек действительно придет к вам с вещами, и действительно вы сможете построить новую стабильную жизнь с этим человеком. Вот прям любовь. Любовь на первом месте. Тут не столько деньги вас интересуют, сколько любовь, сколько наполненность и насыщенность по ощущениям. Кто-то вступит в роман. Роман тайный, сразу предупреждаю. Я не могу сказать, по какой причине он будет тайный, но он такой неафишируемый. Значит, очень страстные отношения, и тут вас будет подогревать не физическая близость, а, скорее всего, то, что это тайна. То, что вы, как Ромео и Джульетта, там украдкой встречаетесь, общаетесь и потом разбегаетесь. Значит, не перепутайте наваждение с любовью. Вот это очень важно для вас знать и понимать. Физическая близость – это одно, а любовь и отношения – это совершенно другое. Не подменяйте понятия и старайтесь по возможности сохранить трезвый ум. Дальше, девочки, кто вот с работой у вас тут кого-то сложная обстановка, сложная ситуация. Значит, здесь я вижу, что вас хотят либо использовать, либо как-то, может быть, обвести, может быть, на вас чего-то там лишнего навешать, либо недоплатить. Значит, если вы понимаете, что что-то происходит не то, не так, как вы там хотели, планировали, либо как оно в принципе должно быть, здесь нужно очень громко кричать, топать ногами и, конечно же, ну, как бы, я не знаю, начальник ли это ваш, либо кто там, немножечко сконфузится, испугается и уже будет с вами договариваться, уже вы будете говорить по-другому. Если вы стерпите, как говорится, проглотите, то, извините, потеряете. Получите очень много дополнительной работы, при этом вам она не будет оплачиваться. Так, мои милые, дом. Здесь берегитесь в доме, в своем, каких-то сложных решений, связанных именно сейчас, в ближайшее время, с какими-то поездками, переездами. Это не лучшее время для того, чтобы переезжать, либо куда-то уезжать. Ваш дом нуждается в том, чтобы вы его почистили, потому что в доме уже какие-то, ну, я не знаю, как искорки летают, да, искорки, которые вот-вот могут загореться. У кого-то, кстати, в прямом смысле может случиться вот неприятность, связанная с огнем. Не дай бог, конечно, пусть это останется в песке, но я вас предупредила. Будьте аккуратнее и чистите свой дом. Конечно же, старайтесь, чтобы атмосфера в доме была хорошей, доброй и позитивной, чтобы вот меньше скапливалось негатива. Женщинам, кто замужем, старайтесь не ругать своих мужей, потому что такое, знаете, вот ощущение, что может все вспыхнуть в один момент. И люди могут сделать, либо сказать то, чего на самом деле не хотят и не желают. Так, мои милые, берегите себя. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.